Эксперт онлайн. Продолжаем тему здравоохранения. Сегодня у нас детский врач, один из лучших педиатров республики, Денис Железов. Денис, здравствуйте. Илья, здравствуйте. Ну, зрители, так назовем вас, да, тоже здравствуйте. У нас до трансляции пришло очень много вопросов. Давайте начнем. Хорошо, давайте. Сначала из разряда немного о себе. Вы пытаетесь открыть свое дело, может быть, открыли уже, не знаю, насколько успешно или нет. В принципе, возможно ли в России частная педиатрия, или чтобы открыть свое дело, нужно обладать большим начальным капиталом и огромным административным ресурсом? Хороший вопрос, хороший такой, сразу мощный, большой. Да, ну многие знают на самом деле, что я открываю свою клинику. Сейчас вот последний уже этап — это лицензирование, то есть все остальные проверки пройдены. Сказать, что нужен прям какой-то глобальный ресурс такой, да, экономический. Нет, на самом деле всегда найдутся помощники, инвесторы, которые, если ты заряжен на эту тему, если ты хочешь заниматься педиатрией, тебе помогут. Насчет административного ресурса, за вот все время этого проекта, становления, я как-то не пользовался какими-то связями и все прочее. На самом деле все органы, да, проверяющие, лицензирующие, на данном этапе, как я с каких-то советских времен, вот этой бюрократической машины, я вообще ее не почувствовал, я почувствовал только поддержку, участие. Ну, это очень достаточно спокойно и хорошо все проходит. Насчет того, что возможно ли коммерческая педиатрия у нас, да, ну давайте будем говорить, что я не первый в нашем городе, кто открывает клинику. Они у нас уже есть, да, я без всякой рекламы, все знают, что это у нас РГС работает уже 15 лет, недавно ребята отпраздновали. Ладушки у нас работает. Ну, то есть вот такой вот. У меня просто немножечко другой формат клиник будет, да, в отличие от этих ребят. Но я думаю, что да, коммерческой педиатрии, коммерческой несколько медицине, скажем так, ну, должна она быть, она будет, конечно. Хорошо. Как вы относитесь к таким коллегам, как доктор Комаровский, всем известный, то есть, который стал уже больше медийной личностью, нежели практикующим врачом? Слушайте, еще во время, как вот я практиковал, да, там последние 7 лет, пока я не занялся своим проектом муниципальной поликлиники, очень часто меня сравнивали с ним. Ну, давайте будем говорить о том, что если мы врача рассматриваем как человека, который вот там оперирует или сидит в кабинете, это одно. Но врач — это еще такой, как вам сказать, ну, учитель, да, который, особенно в педиатрии. Мы должны родителей научить, что делать с ребеночком, мы должны вырастить, подсказать, да. Поэтому говорить, что Комаровский или я там со своей группой, со своими вебинарами отходим от практической медицины, но да, есть такое дело, для этого мне нужна клиника. Но когда ты хочешь нести истину в массы, информацию, да, когда ты хочешь поделиться не только один на один в своем кабинете, а с тысячами буквально людей, вот, то я рассматриваю, что это как один из вариантов работы врача. Она немножко другая, но она должна быть. Но не справляются педиатры иногда, да, с каждым поговорить. А вот такие медийные личности, как Комаровский, я пока себя не буду к нему приравнивать, я еще в таком уровне, да. Но хочется, я готов на самом деле делиться информацией, я считаю, что это тоже большая и именно врачебная работа. Хорошо, тогда время поделиться информацией. Давайте. Конкретные совершенно вопросы. Говорят, что насморк без лечения проходит за неделю, с лечением за 7 дней. Такая вот шуточка. Есть такая. Насколько оправдан такой подход? Стоит ли начинать лечение при первых признаках заболевания и дать возможность проявить себя иммунитетом? Вопрос понятен. Ну, на самом деле, многие родители там в группу мне пишут, ребенок тут чихнул, кашлянул, как бы нам побыстрее что сделать, чтобы не разболелся. Надо понять, что на самом деле, если вы видите какие-то проявления заболевания, то ребенок уже болеет, иммунитет уже работает. Пытаться вот ему как-то там быстренько что-то подкинуть, нет, это все на самом деле сказки. Это все сказки. В большинстве случаев в педиатрии детки у нас болеют вирусными инфекциями. Да, они в самом деле без какого-то особого лечения, настойчивого, так его назовем, за 7-10 дней, за неделю с небольшим, да, они поправляются. И все лекарства, которые назначаются, на самом деле, они направлены на то, чтобы не допустить каких-либо осложнений и облегчить состояние ребенка. Но как такового прям вот лечения в буквальном смысле нет, оно не приветствуется. Иммунитет должен работать сам. И дети легче справляются с болезнями?
Чем кто? чем взрослые? Я не знаю, я детский врач. Я взрослых не лечу. Если мы говорим о, ну, там подростки же есть у нас, да, дети до 18 лет. Вот. Да слушайте, нет на самом деле, я не думаю, вот, что там старший школьный возраст, что садиковский возраст. Просто старшие детки, ну, редко болеют уже. Но это для них радость в школу не походить, например. А для ребенка, который там каждый месяц в садике болеет, для него, для родителей какая-то некоторая мука, да, что так часто. Вот. А то, что легче, тяжелее, нет, на самом деле это не от возраста зависит. Меняется ли тенденция отказываться от вакцинации среди антипрививочников? А удалось ли преломить мнение мам? Ух, Таких какой вот мятежных. больной вопрос какой. Нет, ребят, сразу скажу, давайте со второй половины дня, да, вопроса, удалось ли переломить. Ну, я, во-первых, никого не пытаюсь переламливать. Да, тут надо понять, что это не мои методы, да, я оставлю эти методы именно вот антипрививочникам, запугивание, да, какого-то, использование некачественной информации. Зачастую эта информация переламливается, искажается. И в итоге происходит запугивание родителей на самом деле. Ну, вот. И я информацией всегда готов поделиться. Антипрививочник это отдельное для меня социальное явление. Я с ними разговариваю, конечно, это невозможно избежать. Но переломить, переубедить не это цель. У нас есть большое количество родителей, которым нужна просто достоверная информация. Вот эти ребята мои, вот с ними я люблю работать. Причем не то, что там я вот убеждаю их там как-то. Нет, я довожу просто определенные факты. Излагаю, да, опираясь на статистику, на знания, на опыт на свой. Вот. И в конечном итоге родитель уже делает выбор. Он должен понять, там какая информация, здесь какую информацию выдал доктор, и принять какое-то решение. Но важно, чтобы они готовы были слышать эту информацию. Слушайте, во-первых, слышать, да, ну, сейчас давайте говорить о том, что 21 век на дворе, родители все равно уже, как вам сказать, ну, достаточно образованные, хорошие, у нас высшее образование сейчас, да, у многих. Вот, родители стали, ну, умнее, как-то мне не нравится слово, но такие заинтересованные в знании на самом деле, причем вот даже в таких трудных вопросах, как вакцинация. Они подготовлены, они готовы тебе задавать сложные вопросы. И, соответственно, родитель должен быть в тебе уверен, когда ты отвечаешь, да, что ты не выдумываешь что-то, а в самом деле делишься хорошей, качественной, достоверной информацией. Он это примеряет на свои какие-то знания, ну и делает определенный выбор. Если доктор слаб, то, простите, родители ему не поверят. И это касается не только вакцинации, любого другого дела. Такой конкретный вопрос. Ребенок уже второй месяц с утра периодически жалуется на боль в горле, других симптомов нет. Боль проходит после кружки теплого чая и в течение дня не возвращается. Стоит ли насторожиться? Ну да, на 2 месяца, значит, какой-то вялотекущий воспалительный процесс течет, да, у нас в горле, и, соответственно, нужно обратить внимание, ну, поход к лор-врачу, сдача анализов того же мазочка хотя бы с горла. Нет, надо озаботиться этой проблемой на самом деле. Если там есть вот реальный человек, кто смотрит, кто задавал этот вопрос, пишите в сообщении группы, я подскажу, что делать с этим. Хорошо, а какой группа? Моя так и называется, как она называется? Детский доктор Железов Денис. Молодежь и дети сейчас повально в смартфонах и планшетах. Сколько времени можно проводить с гаджетами без вреда для здоровья? Классно. Вот еще бы была аннотация у меня какая-нибудь, где написано, да, нурофена давать столько, амоксициллина столько, а в телефоне сидеть вот столько. Я легко. Что об этом говорит наука? Я легко бы. Но на самом деле, давайте мы будем говорить, что все равно, конечно, какие-то зависимости есть. Я вот чего вот думаю по этому вопросу. Мне не раз задавали этот вопрос, да, и всегда у тебя новые мысли появляются по этому поводу. Давайте будем говорить о том, что я за телефоном сейчас, работая, за ПК провожу, ну, достаточно большое время. То есть это 6-7 часов в день, вот, как правило, набегает не в день, а за сутки, потому что это и ночью можно, неважно. Работая педиатром, ребят, знаете, я вот хочу сказать, что школьник, занятый, на что-то целеустремленный, мотивированный, да, который ходит в школу, там учится на занятиях, классно ему, который ходит на секцию, да, чем-то занят, с которым занимаются родители, а ему не остается времени просто вот погружаться в этот мир, да, сформированный у нас гаджетами. А если ребенка не занимает у нас ни школа, не знаю в силу чего, да, ни на какую секцию он, ему же какая-то замена должна быть. Ну, соответственно, вот он и пялится, да, в этот экран. Поэтому здесь, наверное, не время решает.
Ну, вот, а именно организованность ребенка, да, чтобы он занимался. Я думаю, что вот родители, вот если мы в спальной поликлинике посмотрим, там мелкие дети бегают, что-то между собой играют, кто-то игрушку отобрал, кто-то толкнул, у них там нормальные разборки идут. Вот, а родители что делают? То есть, если мы, и вот он сидит, родитель, и вот пример. И вот этот ребенок подрастет, когда устанет бегать с игрушкой, да, и выпросит телефон. Так что вот проблема-то не в детях, а в нас с вами. Но если я это объясняю своим детям, что я работаю, и они понимают, что я работаю, а не сижу там в Тетрис играю, это одно. А если родитель в самом деле увлечен там, не знаю, какие игры есть на телефоне, подскажите. Я кроме Тетриса с детства ничего не помню. Вот, если там родитель играет в какую-то игрушку, то да, ребенок будет копировать. Поэтому начинайте с себя в первую очередь, родители, да, и ваш ребенок на самом деле не увязнет там. Он должен быть социально адаптирован и играть. Ну, вот в садике, ну кто они там играют? В игры. Ну, откуда у них? Да, откуда они? Да, он там с 8 утра до 6 вечера в садике. Он домой пришел, но если родителю некогда, ну вот он пихает, так ну это же не ребенок провоцирует эту ситуацию, а взрослый человек. Вот мой взгляд чтобы ребенок на не эту мешался. позицию, конечно. А если мама там, блин, такая, после работы ребенка в охапку, еще там рисовать его на 2 часа, вот, еще там погуляли где-то, он пришел, какой-то ему там телефон, там телевизор, ну дай поспать. Вот так вот. Давайте, что еще? А у ребенка с рождения ночью сильно потеет голова. Дома ли перерастет, но вот уже ему 8 лет и ничего не меняется. Это нормально? Слушайте, нормально. Да, очень часто такой вопрос встречается на самом деле. Да, мне задают в группу разных возрастов. Нормально. Здесь особенности, не вдаваясь там в анатомию и в физиологию. Но работа нервной системы, работа сердечно-сосудистой системы, работа потовых желез. Есть очень много детей и младшего школьного возраста, 8-летний ребенок, и садиковского возраста с такими проблемами. Пугаться это не стоит, это ничего из себя страшного не представляет. И я уже не помню там ни одного подростка после 14 лет, чтобы у кого-то были такие проблемы на самом деле. То есть подростковому возрасту это в любом случае пройдет. Просто кто-то говорит, что это к 3 годам пройдет, да, там в некоторых книжках к 7 годам написано, что проходит. Но на практике я могу сказать, что это проходит годам 14 половому созревания. Часть родителей успокоили. Надеюсь. У ребенка обнаружил в горшке паразитов. При этом анализ не показал наличие глистов. Каковы должны быть дальнейшие действия родителей? Нужно ли уведомлять детский сад о проблеме? Такие родные вопросы. Вам те же самые задают, что это нормально. Это нормально. Опять мы говорим о том, что вот почему я начал вести вебинары, потому что одни и те же вопросы. И можно сразу дать сотням людей, даже тысячам порой одни и те же ответы. Почему не показал анализ? Потому что мы собрали стул, где глиста не было. Уважаемые родители, если вы нашли в горшке кого-то, ниточку, там еще что-то, вот именно вот этот вот материал и складываете в баночку и несете его. Есть другие методы диагностики, чем просто в поликлинике. Сейчас там не углубляясь, мой любимый метод накопления. Есть взятие крови, но на самом деле озаботиться надо этим. Сообщать в садик, ну вообще как бы чисто по-человечески, да. Если чисто формально, это должен быть извещен педиатр у нас об этой проблеме. А уже педиатр непосредственно сам принимает решение о дальнейших мероприятиях в семье, в садике, где еще ребенок куда ходит, посещает. Разные же они бывают. Я сейчас, да, не буду говорить там о каких-то конкретных видах, но есть у нас глисты, которые можно спокойно ходить в детский сад, они не так заражаются. Им надо вон такой вот круг вот пройти, да, еще там своего развития, чтобы заразить следующего человека. В садике это невозможно, поэтому такой ребенок не отстраняется. Поэтому тут надо лабораторно. У меня был хороший вебинар по этому поводу, мне даже самому он понравился. Вот, по поводу глистов, потому что, ну, иногда до паранойи доходит, да, некоторые там просто так отмахнись, да, к этому относятся. Вот, и там я говорил, что мы все-таки стараемся лабораторно найти, кто это, что за паразит у нас, а потом уже от этого строятся все дальнейшие действия по садику, по дому, по лечению. Но в любом случае надо обращаться. Надо обращаться, да. Такой вопрос. Аденоиды это опасно? А если их удалить, будут ли последствия? Есть ли возможность вылечить вторую степень, если лечиться аквалором и каплями деринат, не сочтите за рекламу? Вот, ребенку 3 года 9 месяцев. Ну, давайте так, будем говорить, что аденоиды это вообще норма, да, то есть это вот та работа организма,
некоторая своеобразная у нас работа иммунитета, которая проявляется в том, что аденоиды разрастаются для того, чтобы более эффективно бороться с инфекцией, которой ребенок сталкивается, идя в детский сад. Для того, чтобы лучше работать, нужен больший объем. Но иногда большой объем уже идет во вред. Поэтому я сейчас опять могу рассказывать очень долго. Есть у меня в группе вебинар по поводу аденоидов. Но мне вот вырезали, насколько мне родители говорили. Да, там есть четкие у меня критерии, когда ребенок подлежит операции. Причем это не только один какой-то критерий. Их должно быть 3 и более. Ну, вот, я там все четко перечисляю, все понятно, да, кому интересно, ради бога, посмотрите. Вот, насчет того, что можно ли вылечить аквалором и деринатом 2-ю степень, я вам честно скажу, они не особо повлияют на сами аденоиды, но это спрофилактирует у нас частые заболевания, которые ведут к разрастанию аденоид. Ну, то есть, такое косвенное влияние окажут. Вот, поэтому, нет, конечно, тактика должна быть так. Аденоиды у всех есть, хорошо, качественно лечим ОРЗ, но вот не допускаем осложнений. Если аденоиды разрастаются, как правило, уже 3-4 степень, тогда консервативное лечение. Если не получается, не справляется, в силу там многих обстоятельств, тогда идем спокойно на удаление. Вырастут, не вырастут. Количество рецидивов сейчас, наверное, уже даже меньше 1% на самом деле. Вам еще вырезали? Да. В эфире можно, да? Вы помните, как это было? Нет. Нет? Ну, я еще помню в студенчестве, это вот так вот лоток держится. Туда заводится ножичек такой, ну вот, и вслепую это все не вырезает, выдирается. Вот, для другого слова нету. Да. Сейчас это же все культурно. Видеокамера, электроножичек, все спят. Ну, кроме хирурга. Ребенок, вот, кроме хирурга и анестезиолога. Это все контрольно, все аккуратненько удаляется. Ребенок день прошел, на следующий день домой, все. Вот. На моей памяти вот я одного человечка помню, у которого произошел рецидив. А понятное дело, что они прошли сотнями. Поэтому я могу смело заявить, что там рецидивы идут меньше 1%. Ну хорошо, медицина не стоит на месте. Не стоит. Даже у нас в городе, да, очень, очень неплохо с этим все обстоят дела. Теперь немножко к традиционной медицине. Вот как вы относитесь к таким методам профилактики, как чеснок на шею детям, знаете, с таким талисманом в детский сад, или к оксалиновой мази? Я не отношусь к этим вещам никак. Слушайте, давайте честно, я кроме как такого психотерапевтического эффекта не вижу пользы. Но мне не нравится слово традиционное. Традиционное это чем я занимаюсь. А это какая-то народная, ну давайте, русская, я не знаю, ну назовем вот ее, которая вот такая, народные методы, скажем так. Да нет, ребят, на самом деле, что чеснок, что оксалинка, какой-то минимум там они снижают, но это нет. Нет, и сейчас я вот обязательно могу вставить, я люблю вставлять эти вещи. Только вакцинация у нас является вот стопроцентной такой, хорошим мероприятием, не стопроцентным, да, не буду обманывать никого, но хорошим мероприятием по профилактике гриппа и других каких-то инфекционных заболеваний. От себя в продолжении темы тогда вопрос. Вот у меня супруга очень любит резать чесночок, когда ребенок заболеет. Резать чесночок, меленько-меленько, раскладывать по тарелочкам, вокруг комнаты, значит, вокруг кроватки это все дело ставить. Это дает что-то, кроме неприятного запаха в квартире? Вера. Вера. Ну, слушайте, там есть минимальный какой-то эффект, конечно, я не буду говорить, что это вообще в ноль. Но настолько минимальный, что вы вряд ли его ощутите. Конечно, да. Ну, вы же не видели никогда в больницах чесночок. Вот. У нас стоят бактерицидные лампы, там рециркуляторы сейчас стоят. Уже даже лампы УФО вы не увидите как таковые. Но все равно кварцевание, да, все помнят вот эти все вещи. Поэтому нет, ни чесночок, там никакие другие вещи не спасут. Оксалинка тоже, там, кроме механических каких-то вещей, нет, не даст никакого эффекта, ребят. Да и потом, не могу не сказать, ну болеть надо. Вот болеть надо. Вот всем совет, да, пожалуйста, перестаньте идти к тому, что как нам перестать болеть. Вы сами себе противоречите, уважаемые родители. Мы хотим хороший иммунитет, но хотим мало болеть. Не получится так, да, природа позаботилась об этом. Часто болеем, формируем хороший иммунитет. Не болеем, иммунитет сам не созреет, лекарствами мы его не создадим. Замечательный совет от доктора. Чаще болеть. Ну, не, это детство, педиатрии касается, да, садиковского возраста. Ну, и опять же, там есть определенные цифры. То есть, ну, 14-15 раз в год это норма. Это норма. Хорошо, к нам уже стали поступать вопросы во время
прямого эфира вот сейчас. Имеет ли смысл давать аскорбинку? Нет, слушайте, одно время аскорбиновая кислота прям очень часто мелькала. Я не говорю о том, что ее вообще надо избегать. У нас есть заболевание, цинга, нехватка витамина С. Да, конечно, витамин С должен быть. Но роль его некоторая переоценена. В настоящее время уже мы говорим о том, что ударные дозы витамина С не спасают от вирусных инфекций. Вот, мы должны потреблять суточную дозу. Все. Каких-то чудес аскорбиновая кислота не сделает у нас. Суточная доза это сколько? Слушайте, я сейчас скидку не вспомню, там еще на килограммы надо мерить, поэтому без циферок, да, и разные формы бывают еще. Сейчас мы уйдем в подробности и запутаем людей просто. Следующий вопрос. Ребенку 3 года, 3 месяца, до сих пор спит с мамой и с папой, не хочет отдельную кровать и комнату. Как отучить спать с родителями? Я не знаю, насколько это вопрос терапевту. Да нет, на самом деле хороший вопрос, только он такой, знаете, больше не медицинский, а какой-то социальный, психологический вопрос. Но давайте так, методики существуют разные, как отучать. Есть от мягких каких-то методик до более жестких методик, да, когда просто ребенка оставляют одного и уходят. Тут все зависит от родителя. Есть постепенное такое отлучение. Но давайте я выскажу позицию. У Комаровского есть, да, по этому поводу, что жена должна спать мужем, а ребенок должен спать отдельно. Ну, на самом деле, это не я у него подслушал, я всегда был того же мнения, что ребенка надо все-таки приучить к тому, что он должен спать отдельно, засыпать самостоятельно. Тут сейчас мы опять будем очень долго говорить о социуме, микросоциуме в семье, ребенка, отношения родителей, но через такие вещи формируется какая-то самостоятельность у ребенка. Понимание любви на расстоянии, да, не то, что ты постоянно. Но ребеночка из родительской постели надо убирать. Ну, по себе скажу, вот у нас засыпает отдельно, с мамой или с папой, а посреди ночи... Папа встает или мама встает, ребенок уснул и уносим снова обратно на свое место. Да. Спасибо за совет. Да. В сказке, помните, про медведей и Машеньку? Ну там же все написано, у каждого своя ложечка, у каждого своя кроватка, да? Конечно. Ну вот, и медвежонок расстраивается, что, ну сказки-то ведь миллион лет на самом деле уже, поэтому слушайте, там народная мудрость, вот чесночок не очень, да, а сказки это хорошо. Считаете ли вы российскую медицину эффективной, если сравнивать ее с зарубежной? Слушайте, да. Философский вопрос. Нет, он не философский на самом деле. Вот, да, я считаю, достаточно она эффективная. И есть трудности, в любой системе есть трудности. И европейскую, и американскую, если мы посмотрим, да, в сравнении с российской, только трудности свои какие-то определенные. Но что, мы не знаем о них, что ли? Знаем. Минздрав, конечно, знает, конечно, решает. Наследство, да, которое мы получили с советской медицины, я не знаю сейчас, если там меня коммунисты, там, да, люди Советского Союза, но мы унаследовали в новую систему, старую. И вот тут вот появился диссонанс некоторый. Не вдаваясь в подробности, я могу сказать, что российская уже медицина, несмотря на наследство, которое мы получили, она достаточно хорошая. Достаточно хорошая. То, что касается стационаров и всего прочего, я считаю, что она вообще там отличная просто. То, что касается поликлиники, да, там трудности есть. Я думаю, что это все решаем. И вдогонку вопрос, имеете ли вы опыт работы с зарубежными практиками? В смысле? А вот как? Вот что есть, то прочитал. Зарубежная практика. Ну, слушайте, если непосредственно консультировать кого-то из-за границы, у меня есть люди, подписанные у меня в группе с Франции, есть, с Америки есть. Востока не знаю, но это русскоговорящие ребята. Вот, они прислушиваются на самом деле к российским докторам. Знаю, что они не только у меня консультируются, но и у других докторов. По поводу литературы, знаний каких-то, мне очень нравится читать на самом деле европейскую, американскую литературу. Там можно много подчеркнуть интересного. Сравнить, да, как наши школы преподают, как там школы преподают. Найти вот какие-то вещи, попробовать здесь у нас применить. Взгляды на некоторые болезни можно, да, на самом деле воспользоваться информацией европейских школ. Клинические рекомендации по педиатрии, на самом деле, очень часто они приходят к нам сюда именно с Европы.
Там, да, ассоциации у нас собирают, институты, выводят выводы какие-то делают. Здесь у нас местные уже, да, перерабатывается, определенный регламент создается и выдается на пользование докторам. Можно почитать непосредственно здесь, можно с первоисточника читать. Тут, да, я этим пользуюсь. И такой вопрос, что эффективнее, бесплатная медицина государственная или частные клиники? Ну, тут я объективно все-таки ответил. Слушайте, а тут на самом деле так невозможно сказать. Видите, это же медицина, это некоторая философия. Здесь же это не компьютер тебе починить. Бесплатно кто-то пришел или там деньги вы отдали. Видите, в чем дело? Я к себе возвращаюсь, да, я не буду говорить о том, что происходит в других клиниках. То есть, для чего мне клиника нужна? Для меня деньги не как суть, там, да, сама цель, а как инструмент. То есть, когда у тебя появляются деньги, у тебя появляются некоторые новые возможности. Где-то учиться, где-то что-то читать, какое-то новое оборудование, какие-то новые методы диагностики, информатизация, хранение информации, общение. Постановка диагноза на расстоянии, телемедицина, если в целом брать. Для всего этого нужен экономический ресурс, денежный ресурс. Поэтому говорить, что где тебя врач лучше полечит, извините меня, я думаю, что меня тут многие, кто сейчас нас смотрит, я не думаю, что я, работая в РГС, лучше лечил детей, чем работал в муниципальной поликлинике. Для меня это не было стержнем определенным, да, поэтому я через себя, пропуская этот вопрос, не могу вам дать ответа. Все зависит от доктора. Я вас уверяю, в муниципальной поликлинике доктор может тоже отлично и хорошо работать. Медик, географический вопрос. У ребенка был коксаки, турецкая ветрянка. Заболеет ли он нашей ветрянкой? Это совершенно разные вирусы, поэтому вирус коксаки это одна нозологическая единица, и ветрянка это герпетическая инфекция, да? Конечно, да, заболеет. Это в простонародье на самом деле. Турецкий вирус, турецкая ветрянка, это не наша ветрянка. Но да, в этом нет ничего страшного, но можете привить ребенка от ветрянки. Вроде и лучше переболеть. Нет. Нет? Нет. Сейчас я вам за кадром объясню. Но лучше на самом деле вакцинироваться. Тут от возраста еще некоторых факторов зависит. Но если вы можете не заболеть, а создать иммунитет искусственно, то лучше поступить второй путем, то есть это вакцинация. Развенчаете или подтвердите такой миф, что дети, рожденные с помощью ЭКО, болеют чаще? Слушайте, сейчас такая больная тема стала. Нет, я не могу на самом деле сказать однозначно, что экошные дети, как их назовем, некрасиво, но ладно, мне простят, я надеюсь, болеют чаще. Нет. И эти вопросы всплывают уже и от других людей. Я думаю, что мы это сможем осознать, лет через 30-40. Еще пару поколений у нас пройдет с вами, и тогда мы будем делать выводы. Сейчас что-то как-то еще рановато говорить о детях через ЭКО. Еще успеваем на один вопрос ответить. Следует ли новорожденного ребенка ограничивать от контакта с домашними животными? Ни в коем случае. Ни в коем случае. Европейская практика. Лезьте в грязь. Играйте с собакой. Не знаю, таскайте кошку за хвост и все прочее. Я не знаю, откуда этот фанатизм к некоторой стерильности у нас стал появляться. Нет, мы к естественным условиям должны стремиться. Естественные условия, они всегда были. Кошечка, собачка дома живет, ребенок возится в луже, кораблики весной пускает скоро, да, у нас потекут, уже текут ручьи, уже можно, да, запускать. Это нормальное формирование ребенка, иммунитета его, мы говорим о таком здоровом ребенке будем говорить, да. Конечно, если ребенок аллергик, и он задыхается на шерсть собаки, подсовывать ему это издевательство. А мы говорим о здоровом ребеночке. Нет, конечно, он должен общаться с домашними животными. Наши пользователи не дают нам закончить. Здравствуйте, у ребенка в 2 года проявилась аллергия, пока не выявляли на что. Когда встал вопрос о вакцинации от гриппа, мнения педиатров разделились. Один рекомендовал, другой нет. Ваше мнение? Да, на самом деле, видите, там если белок куриного яйца, на котором выращивается, сейчас немножко в теорию. В общем, вакцинация от гриппа у некоторых деток может вызвать в самом деле достаточно выраженную аллергическую реакцию, и это является противопоказанием для вакцинации гриппа. Официально все как положено. Но тут надо на самом деле разобраться родителям. Из-за чего же аллергия, да. Поэтому, я и по этому вопросу могу сказать, и сейчас кому мы не успеем ответить. Ребят, пожалуйста, мне в группу «Детский доктор Железов» пишите, задать вопрос онлайн, я в силу возможности отвечаю, всем отвечаю. Денис, большое спасибо. Вам спасибо. Прекрасный ответ, сам лично, как отец, много